Уважаемые дамы и господа, мы начинаем. Позвольте пригласить на сцену модератора сегодняшнего форума, международного эксперта в сфере индустрии моды, фэшн-байера, бизнес-вумен, крупнейшего в СНГ коллекционера кутюры и винтажа, одну из немногих представителей в СНГ, кто входит в список самых влиятельных женщин в мире индустрии моды. Госпожу Лилию Робертовну Рах. Ваши аплодисменты. Доброе утро, дамы, господа, гости. Господин Шаликзада Хаким Хихматулло, господин Асад Мадшид Хан, господин Ширали Кабир, господину Завкизада, господину Фирдавс Талибзада. В первую очередь позвольте поблагодарить вас за возможность посетить Таджикистан. Это была моя мечта – побывать в Душанбе, и она сбылась благодаря вашему приглашению. Более того, хочу заметить, меня с вашей культурой связывает совсем недавно, у меня родился внук. И внука мой сын назвал Дарией в честь великого персидского царя Дария. Конечно, символичным является то, что первый международный ювелирный форум проходит в дни празднования древнего праздника Навруз, который получил статус международного благодаря лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону. Я, будучи представительницей Республики Казахстан, сама выросла в культуре, почитаемой праздник Навруз. Он олицетворяет пробуждение природы, красоты, благоденствия. От имени организаторов мероприятия хочу поблагодарить всех гостей форума за то, что приняли приглашение для участия в этом международном форуме. А также хочу отметить, что для меня большая честь быть сегодня на этом мероприятии, так как именно Таджикистан имеет все необходимые ресурсы для развития ювелирной отрасли. Это и древние традиции, и великую историю, а также богатые природные ресурсы и креативный потенциал молодежи. А теперь предлагаю начать с просмотра короткого видеоролика, посвященного нашему сегодняшнему мероприятию «Сокровище Окса. Ювелирное наследие таджиков». Внимание на экран. Потрясающий ролик. Это очень красиво, это вдохновляет. А сейчас позвольте мне предоставить приветственное слово от имени правительства Республики Таджикистан господину Халикзада Хаким Хихматулло, первому заместителю премьер-министра Республики Таджикистан, чье личное участие на мероприятии свидетельствует о том, что данная отрасль находится в перечне стратегических задач правительства Республики Таджикистан. Пожалуйста, прошу вас. Большое спасибо вам, мухтарам мehmononi оли қадр, мухтарам иштирокчиёни форум ва намоишгоҳи имрӯза. пеш аз ҳама бо арзи эҳтиром ҳамаи шуморо аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирок дар нахустин форуми байналмилалии заргарӣ таҳти унвони дар саргаҳи хазинаи Амударё ва намоишгоҳи Тоҷикистон хайрамақдам мегӯям. ҳадаф ва баргузории форум ва намоишгоҳ таблиғи анъанаҳои аслии тоҷикии заргарӣ, муаррифӣ ва нигоҳ доштани онҳо ҳамчун мероси фарҳангии ғайримоддии мардуми тоҷик, табодули таҷриба ва барқарор намудани робитаҳои мустақим, ҷалби таваҷҷӯҳ барои сармоягузорӣ, инчунин таҳкими ҳамкориҳо дар соҳаи заргарӣ дар саросари ҷаҳон мебошад. санъати заргарӣ дар Тоҷикистон аз меросҳои ғании таърихӣ ва фарҳангӣ ба ҳисоб рафта, решаҳои он ба қаъри асрҳо меравад. шояд рамзист ки баргузории форум ба рӯзҳои ҷашнгирии иди қадимаи мардуми тоҷик Наврӯзи оламафрӯз рост омадааст. Наврӯз низ таърихи беш аз 5000 сола дошта, инъикосгари таърихи ғанӣ, фарҳанги воло, санъати нотакрор ва анъанаҳои нодири мардуми тоҷик ба ҳисоб мераванд.
با استفاده از فرصت مناسب همه شما رو با این جشن دلافروز صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. یکی از عادت‌های نوروزی این است که مردم لباسی تازه به بر کرده با زر و زیور خود را آرام می‌دهند و به سیر نوروزی می‌روند. به این خاطر صنعت زرگری مردم تاجیک در طول هزار ساله‌ها رشد یافته امروزها با طفیل سیاست سازنده پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان احیا و رونق تازه کسب کرده است. قدیمترین نمونه‌های محصولات زرگری که در قلمرو تاجیکستان پیدا شدند از سابقه چندین هزار ساله این هنر شهادت می‌دهند. زرگران تاجیک با مهارت کارکرد طلا، نقره و سنگ‌های نیم قیمت‌بها از قبیل فیروزه، مرجان و یشم معروف بودند. زر و زیورها نه تنها هدف آرایشی داشتند بلکه فراگیر معنای رمزی عمیق بودند و وضع اجتماعی، اعتقاد دینی و هویت قومی صاحبانشان را افاده می‌کردند. در بین مردان ساختن سلاح به مثل شمشیرها با سنگ‌های قیمت‌بها و نقش‌های عملی آرای یافته موقع خاصه داشت و رمزی افتخار محسوب می‌شد. نمونه‌های قدیمی ملی صنعت زرگری خلق تاجیک در آثارخانه‌های معروف جهان از قبیل آثارخانه بریتانیای کبیر و آثارخانه ویکتوریا و آلبرت شهر لندن، ارمیتاژ روسیه، آثارخانه مردمشناسی و باستانشناسی روسیه در شهر سن پترزبورگ، آثارخانه متروپولیتن شهر نیویورک و غیره محفوظ بوده به معرض تماشا گذاشته می شوند و همه روزه هزاران هواداران صنعت قدیمه شرق از دیدن آنها حلاوت معنوی می برند. خزینه امودریا که موضوع فروم امروزه است از آن سرچشمه می گیرد که در آثارخانه بریتانیای کبیر این گنج بی‌بها محفوظ بوده نمونه برجسته صنعت والای زرگران تاجیک می باشد. حاضرین گرامی، امروز نیز با دستگیری و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صنعت زرگری در کشور ما ادامه رشد دارد. این صنعت والا در برابر حفظ اصول‌های عنعنوی با ذوق معاصر مطابق می شود. زرگران هم زیورهای کلاسیکی و هم محصولات ایجاد می کنند که عنعنه‌های شرقی را با تمایل‌های اروپایی آمیزش می دهند. سیاحان و هواداران صنعت قدیمه شرق امکان دارند که اثرهای ناتکرار را خریداری کنند که روح این هنر قدیمه تاجیکان را در خود تجسم می کنند. در برابر این حکومت کشور برای زیاد کردن استحصال متل و سنگ‌های قیمت‌بها و نیم قیمت‌بها در تاجیکستان تدبیرهای عملی اندیشیده ایستاده است که استخراج آنها امروز 30% صنعت استخراج معدن را تشکیل می‌دهند. در این زمینه استخراج طلا شایسته تاکید است، چون که استحصال این معدن قیمت‌بها سال تا سال زیاد شده ایستاده. حکومت کشور تلاش کرده ایستاده است که کارکرد آن تا محصولات نهایی در داخل کشور براه مانده شود. در نوبت خود این برشت ساحه استحصال محصولات زرگری مساعدت نموده همزمان امکانیت‌ها را برای جلب سرمایه به این ساحه نهایت مهم فراهم می‌سازد. با استفاده از فرصت همه شما را برای همکاری‌های سازنده، سرمایه‌گذاری و عملی شوی لایحه‌های نو خصوصا در سمت رشد ساحه استحصال محصولات زرگری دعوت می‌نمایم. هدف عمومی ما تحکیم شریکی درازمدت به خاطر شکوفایی کشورهایمان توسط استفاده تکنولوژی‌های نو و تأسیس کارخانه‌های مشترک به استحصال محصولات زرگری نگرانیده می‌باشد. اطمینان کامل دارم که فورم و نمایشگاه امروزه در تحکیم رابطه‌های تجارتی اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه زمینه باسازا خواهد گذاشت. به همه شما برای کار و موفقیت‌ها و برای
کل مهمانان ارجمند کشورمان بود و باشی با فراغت را در شهر زیبای دوشنبه پایتخت همه تاجیکان جهان آرزو می‌نمایم. از توجهتون سپاسگزارم. Спасибо, господин Халикзада, за ваше приветственное участие, приветственное слово участникам форума. И да, мы надеемся, что этот форум даст свои плоды, и ювелирный сектор Таджикистана станет региональным центром притяжения для всех важных игроков отрасли. Следующее приветственное слово предоставляется господину Завкизада, министру экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Прошу вас. Спасибо. Дорогие гости, участники сегодняшнего форума, прежде всего от имени Министерства экономического развития и торговли хотел бы искренне поприветствовать вас в солнечный Таджикистан и прекрасный город Душанбе. У меня выступление на таджикском языке, а теперь переключаюсь на таджикский. Мутарам Оким Икматло, мehmonoни гиромӣ, мутарам иштироккунандагони форуми имрӯза, хонумон ва ҷанобон, пеш аз ҳама аз номи вазорати рушди иқтисод ва савдо миннатдории худро ба ташкилкунандагони форуми имрӯза ва хусус вазири саноат ва технологияи нав мутарам Шелли Кабир барои баргузории аввалин форуми байналмилалии ҷавоҳирот баён менамоям. бо назардошти тамоилҳои пешгӯинашаванда ва зудтағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза, мавзӯи ин форум ниҳоят саривақтӣ ва муҳим мебошад. тавре шумо медонед, вақтҳои ахир соҳаи саноати ҷавоҳирот ва заргарӣ дар арсаи байналмилалӣ ин як таваҷҷӯҳи хосеро касб намуда истодааст ва имрӯз сармоягузорон дар бозорҳои ҷаҳонии молию пулӣ дар муқоиса ба коғазҳои қиматнок бештар дар металлҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо бахусус тилло сармоягузорӣ мекунанд. ин аст ки дар соли гузашта нархи ҷаҳонии тилло 38% то $3030 барои як унсия ёки 38,3 грамм боло рафт ва дар 10 соли охир бошад нархи ҷаҳонии тилло 153% афзоиш ёфт, ки дар муқоиса ба меъёри даромаднокии миёнаи коғазҳои қиматнок 14 маротиба баландтар аст. муҳтарам иштироккунандагон, муҳтарам сармоягузорон, дар сиёсати иқтисодии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат ҷаноби волӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба сценарии индустриалию инноватсионӣ афзалияти аввалин дараҷа дода шудааст. зеро маҳз рушди индустрияи инноватсионӣ барои ноил гардидан ба ҳадафи олии ҳукумати кишвар, ин пеш аз ҳама баланд баршудани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар нақши беҳад муҳим мебозад. бо назардошти захираву имкониятҳои зерин, Тоҷикистон ҷои муносиб, хеле муносиб барои сармоягузорӣ намудан дар соҳаи саноати ҷавоҳироту заргарӣ ба ҳисоб меравад. якум, тибқи арзёбии созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ, Тоҷикистон кишвари бо суръати баланд рушдёбанда арзёбӣ гардидааст. дар ҳақиқат дар давоми 25 соли охир рушди миёнасолонаи иқтисодии Тоҷикистон дар сатҳи 7,7% таъмин гардид, ки нисбат ба рушди миёнасолонаи глобалӣ 2,3 маротиба
баландтар аст. Чунки рушди миёна солонаи глобалӣ дар 25 соли охир тахминан 3,4%-ро ташкил додааст. дуюм, тоҷикистон захираҳои бойи металлҳову сангҳои қиматбаҳову нимқиматбаҳо дорад ки дар рафти чорабинии имрӯза ба шумо масъулин маълумоти муфассал пешниҳод менамоянд ва ман аз пешниҳоди маълумоти муфассал бо назардошти фурсати кам худдорӣ менамоям. сеюм, ҳаҷми бозори ҷаҳонии ҷавоҳирот ва заргарӣ дар соли 2024 $360 миллиард ташкил дод ва тибқи пешгӯиҳо то соли 2030 ин нишондиҳанда то ба $500 триллион ё $500 миллиард афзоиш меёбад ки ин имконияти бисёр хуб барои сармаягузорӣ ва рушди ин соҳа мебошад. ва чорум, тоҷикистон захираҳои бойи арзон ва энергияи сабз дорад. имрӯзҳо таври борҳо президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарами маълумон аз минбарҳои баланд таъкид карданд, 98% энергияи тоҷикистон ин энергияи сабз аст, чунки асосан дар нерӯгоҳи барқи обӣ тавлид меёбад. хуб, панҷум, тоҷикистон қувваи кории ҷавон, арзон ва рақобатпазир дорад, чунки таври шумо медонед тибқи арзёбиҳои байналмилалӣ сатҳи саводнокии аҳолии тоҷикистон 99%, наздики 100%-ро ташкил медиҳад ва 75% қувваи кории тоҷикистон ин ҷавонон мебошанд. ва шашум, тоҷикистон фазои сармаягузории мусоид ва инфрасохтори сармаягузории муносиб муҳайё гардонидааст. аз ҷумла дар қонунгузорӣ якчанд имтиёзҳову ҳавасмандгардониҳо ба сармаягузорони хориҷӣ пешниҳод мегардад. инчунин механизми ҳам сошномаи сармаягузорӣ ва ҳам қарордод ё шартномаи консессионӣ аст ки дар он низ як қатор имтиёзҳо ба сармаягузорони хориҷӣ пешниҳод мегарданд ва дар тоҷикистон 5 минтақаи озоди иқтисодӣ бо инфрасохтори замонавӣ таъсис дода шуда фаъолият доранд ки дар онҳо соҳибкорон ва сармаягузорон аз пардохти ҳамаи намуди андозҳо ба истиснои ду намуди андоз, инам бошад андози даромад ва андози иҷтимоӣ аз кормандони кироя озод мебошад. бинобар ин аз шумо муҳтарам сармаягузорон ва ҳамаи иштироккунандагони имрӯза эҳтиромона хоҳиш менамоем ки барои сармаягузорӣ намудан дар соҳаҳои истеҳсоли молҳову ашёҳои ҷавоҳирот ва заргарӣ ба тоҷикистон нерӯ захираҳои молӣ нерӯи худро сафарбар намоед. ба ҳамаи шумо иштироккунандагони муҳтарам ин форуми имрӯза дар қисматҳои боқимондаи чорабиниҳо, муҳокимаҳои судманд ва дастовардҳои назаррас хоҳонам. аз таваҷҷӯҳтон сипосгузорам. Благодарю вас, господин Завхизада. А теперь слово предоставляется господину Фирдавсу Талибзада, председателю Национального банка Республики Таджикистан. Прошу вас. Ассалому алейкум. Тарам муин якуми шарвазир, Холиқзода ҳокими Ҳикматулло, ҳозирини гиромӣ, меҳмонони оли қадр. Сараввал мехостам ҳамаи шуморо иштироккунандагони форуми мазкурро ба фарорасии ҷашни байналмилалии Наврӯз табрику муборакбод намуда ба хонадони ҳамаи шумо сулҳу саломатӣ ва хушбахтиро орзу намоям. воқеан тилло ва коркарди он дар тӯли таърих аҳамияти фарҳангӣ ва иқтисодиро
нигоҳ дошта ҳамчун як рамзи сарват, як шакли пул ва дар маросимҳо ва анъанаҳои гуногун хизмат мекунад. хусусиятҳои физикӣ ва кимиёии тилло онро дар соҳаҳои мухталифи саноат аз ҷумла технология, заргарӣ ва сармоягузорӣ хеле арзишманд мегардонад. сармоягузорон чихеле ки қайд карда шуд, инчунин бонкҳои марказӣ тиллоро ҳамчун дороии нигоҳдорӣ, диверсификатсия ва ҳамчун ҳимоят аз ноустувориҳои иқтисодӣ, таваррум ва буҳронҳои геосиёсие ки имрӯзҳо ҷаҳони имрӯза рӯбарӯ ҳаст, дастгирӣ мекунад. бояд қайд кард ки сарчашмаи асосии ташаккулёбии захираҳои байналмилалии дилхоҳ бонки марказӣ аз ҷумла Бонки Миллии Тоҷикистон тиллои аз ҳисоби истихроҷкунандагони ватанӣ харидашуда ба ҳисоб рафта, афзоиши захираҳои тилло ва нигоҳдории устувории қурби пули миллӣ нисбат ба асъори хориҷӣ дар шароити кунунии иқтисодиёти мамлакат масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад ва Бонки Миллии Тоҷикистон масъалаи мазкурро ҳамеша дар мадди аввал мегузорад. мутобиқи тартиботи ҷорӣ, Бонки Миллии Тоҷикистон ва хазинаи давлатии сарватҳои назди Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи афзалиятнокро барои харидории металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо дорад. дар ин замина Бонки Миллии Тоҷикистон барои харид ва захира кардани тиллои истеҳсолшаванда дар дохили кишвар доимо чораҳои зарурӣ андешида намуда истодааст ва ҳамасола маълум аст ки истихроҷкунандагон зиёд шуда истоданд. дар тамоми тиллои аз ҷониби истихроҷкунандагон пешниҳодшаванда дар шакли тиллои пошхӯрда ва сабикаҳои ғайримонетарӣ харидорӣ карда мешаванд ва дар корхонаҳои ватанӣ холискории аввалияи он амалӣ мегардад. барои ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани ва минбаъд ба таркиби захираҳои байналмилалӣ ворид намудан, ҳамчун тиллои монетарӣ, холискории такрорӣ дар ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ба роҳ монда мешавад ва баъд аз холискорӣ ба стандарти байналмилалии Good Delivery мутобиқ карда мешаванд тилло. инчунин қайд кардан зарур аст ки чихеле ки қайд карда шуд дар ин ҷо, ҳаҷми тилло сол аз сол зиёд шуда истодааст, истихроҷи он, ки дар 10 соли охир ҳаҷми харид 3 маротиба афзудааст. дар баробари ин ширкатҳои истихроҷкунанда аз 7 адад ба 14 адад расиданд. ногуфта намонад ки Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади диверсификатсияи захираҳои байналмилалӣ, иҷрои саривақтии ӯҳдадориҳои асъории давлат ва татбиқи сиёсати пулию қарзӣ ҳангоми зарурат як қисми тиллои монетариро дар бозорҳои байналмилалӣ бар ивази асъорҳои озодмубодилашаванда мефурӯшад. инчунин бо мақсади рушди бозори металлҳои қиматбаҳо ва диверсификатсияи захираҳои аҳолӣ, Бонки Миллии Тоҷикистон фурӯши сабикаҳои тиллоро бо вазни 5, 10, 20 грамм, 50 грамм ва 100 грамма ба роҳ монда истодааст ки дар замони зудтағйирёбандаи имрӯза ҳамчун дороии хавфашон паст ва боэътимод ба шумор меравад. сабикаҳои ченакии мазкур аз ҳисоби тиллои ватанӣ истихроҷшуда дар ширкатҳои бонуфузи байналмилалӣ коркард карда мешаванд ва умедворем ки имрӯз мавзӯи форуми имрӯза як такони иловагӣ барои боз ҳам дар гардиш дар омадани
محصولات تیلووری کارکرد شده داخلی یک تکان ایلوگی میبخشد. تشکر به دقتتون. این بود یک کوتاه معلومات وابسته به سمت کارکرد تیلو در تاجیکستان. تشکر. Благодарю вас, господин Талибзада. Уважаемые участники форума, сейчас мы начинаем наше первое пленарное заседание, посвященное достижениям и перспективам развития ювелирной отрасли. И для этого приглашаем наших панелистов занять свои места. Пожалуйста, господин Асад Маджид Хан, генеральный секретарь Организации по экономическому сотрудничеству. Пожалуйста, проходите. Господин Ширали Кабир, министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. Прошу вас. Дато Вира Лауинан Чунхау, президент Ассоциации золота Малайзии. Патрик Лю, председатель GX Global Group. Амар Антонио, управляющий администрацией BTT Италия. Шарипов Сиродж, заместитель председателя Ассоциации Узбек Заргар Сана Ати. У нас на повестке пленарного заседания такие основные вопросы. Первый. Какие основные достижения в ювелирном секторе в каждой из представленных стран? Пожалуйста, господин Асад Маджихан. Наверное, мы начнем с вас и предоставим именно вам привилегию начать наше пленарное заседание, так как вы являетесь генеральным секретарем такой важной организации, как Организация по экономическому сотрудничеству. Well, let me, first of all, a very good morning to you all. I'm delighted to join you all at this inaugural ceremony of this, I must say, very unique exhibition focusing on jewelry in Tajikistan. I am Asad Khan. I am Secretary General of the Economic Cooperation Organization. I come from Pakistan and was first Deputy Minister of Pakistan before joining ECO as the Secretary General about 5-6 months ago. So this is my first official visit also to Tajikistan as Secretary General ECO. And at ECO we are trying, ECO perhaps if some of you are not aware, is successor to the Regional Cooperation for Development, which was established in July 1964. Which makes RCD the oldest regional development cooperation organization in Asia and one of the oldest in the world. So in 1985, RCD was renamed as Economic Cooperation Organization and after the dissolution of the Soviet Union, we had all the Central Asian republics, including Tajikistan, Azerbaijan, and Afghanistan, also join ECO in 1992. So that makes us 10 member states, and our primary objective is to promote trade and transport connectivity in the ECO region. So I'm very excited to be here, to be part of these deliberations. Спасибо большое. Господин Ширали Кабир, а вы что можете рассказать о достижениях Таджикистана в ювелирном секторе? Уважаемый господин Хан, уважаемый Лилия Рах, нам очень приятно, что мы проводим вместе с вами первый ювелирный форум, международный ювелирный форум в столице нашей страны. И во время празднования великого праздника Навруз вдвойне еще приятнее. Это начало Нового года, начало весны, и мы считаем, что вот эта новая синергия после проведения этого форума даст возможность развивать эту отрасль не только в нашей стране, но и в регионе в целом. Таджики исторически они были очень сильно вовлечены в ювелирное дело. Вот то, что мы название нашего форума
это у истоков сокровища Окса, говорит о том, что минимум 3000 лет наша нация имела возможность и делала прекрасные ювелирные изделия. Есть очень историческая практика, которая нуждается в развитии и восстановлении. Есть очень знаменитый европейский историк Тойнби, который говорит, что на стыке двух цивилизаций, это европейской, англосаксонской цивилизации, китайской, индийских цивилизаций, появляется новая цивилизация Фергане, это долина Фергана. Вы знаете, что это все страны Центральной Азии практически на этой долине живут веками, тысячелетиями. И вот та история, которая здесь появляется, естественно, она должна получить очень большой импульс для того, чтобы региональное сотрудничество в области ювелирного дела на основе той исторической информации, которая у нас есть, мы могли бы его более широко развить, учитывая, что у нас еще есть такие большие соседи, как соседи именно с точки зрения рынка ювелирных изделий Индия, Пакистан, Китай. Мы, естественно, эти аспекты должны учитывать и будем делать все для того, чтобы развитие ювелирного дела в нашей стране она получила больший кумулятивный эффект для развития всей экономики. Кроме этого, я хочу немножко рассказать про всю историю сокровища Окса. Вы знаете, что это оригинал этой коллекции находится в Британском музее в Лондоне. Это более 1300 наименований изделий. И их история, она 4-5 век до нашей эры, и она очень прекрасно сохранилась, и она олицетворяет ту очень высокую культуру производства ювелирных изделий еще в те времена. Поразительно, что когда-то нашли фермеры, местные фермеры эту коллекцию, продали бухарским торговцам, а те, в свою очередь, его продали английским военным, а они, естественно, благодаря тому, что они подарили Британскому музею, эта сокровища, она сохранена. И у нас есть на нашем музее, вы можете это тоже увидеть, в Душанбенском музее, Национальном музее есть копия этой коллекции. И мы вас приглашаем, чтобы вы тоже посмотрели на него. Кроме этого, еще древнее история, это история так называемой царицы Саразма, которым еще почти 6000 лет. Она находится на севере нашей страны, в древнем городе Пенджикенте. И когда вы его рассматриваете, смотрите, что, например, сама искусство произведения ювелирных изделий, она на очень высоком уровне. И наши ученые выявили, что вот как у наших уважаемых китайских соседей есть шелковый путь, когда-то в Саразме была еще путь так называемых драгоценных камней и металлов. И это говорит о том, что тогда, в те исторические периоды, тоже этот регион был центром производства ювелирных изделий. И эта школа, которая там была сформирована, она была очень на высоком технологическом тоже уровне. По указанию нашего уважаемого президента, мы на сегодняшний момент ведем очень большую работу по восстановлению нашей классической древней практики производства ювелирных изделий. У нас есть, например, на юге город Куляв, в котором сохранилась тоже очень уникальная школа производства ювелирных изделий из серебра. Или на севере тоже есть города, древние города Худжент, Пенджикент и Старавшан, в которых тоже эти школы они сохранены. И сейчас по поручению нашего уважаемого президента эта работа ведется для того, чтобы еще полноценно их сохранить и приумножить. Кроме этого, у нас в центре города Душанбе тоже создан технологический инновационный ювелирный парк. Первое предприятие, наша совместная компания «Заравшон», она уже работает. И второй вот мы буквально на следующих 10 дней наш уважаемый президент его откроет. И планируется таких технологических ювелирных парков по стране очень много создавать, потому что генетика есть, информация историческая есть, надо его просто с ним поработать и начинать новую эру для того, чтобы ювелирное производство, это же производство для самодостаточных народов. И мы видим, что, например, в нашем регионе уровень ВВП стран очень тоже интенсивно, хорошо
планомерно развивается, и это дает возможность для того, чтобы делать, не продавать, как представитель нашего Национального банка тоже высказался, что мы являемся одним из по именно росту производства золота, например, у нас в прошлом году был рост почти 19%. Эта тенденция все время сохраняется. Или мы производим серебро. Одно из крупнейших месторождений серебра в мире находится в Таджикистане, и она тоже в ближайшей перспективе начнет реализовываться. И другие металлы есть. Или камни, например. Таджикские камни, они исторически тоже очень много про них в истории говорят. Или, например, то, что Российская империя, семья Романовых, они когда планировали делать корону империи, они использовали наш таджикский рубин с горного Бадахшана, или еще говорят, что это было Лали Бадахшон, но об этом тоже очень мало знают, но она, естественно, вот мы хотим этими форумами популяризировать и объяснить, что у нас вот эта история производства ювелирных изделий, она очень имеет долгую историю, и еще есть предположение, что, например, английская корона тоже использовали памирский лал, и для нас это очень большая гордость. Поэтому это направление мы будем развивать. Всех поздравляю с новым Наврузом и благодарю за то, что вы поддержали нас. Приехали первый раз в Таджикистан, очень многие компании, практически с 35 стран здесь участвуют. Для нас это большая честь, и мы планируем такие форумы тоже дальше проводить, и будем рады вас всегда видеть. Спасибо. Благодарю вас, господин Кадыр. Но вы знаете, я со вчерашнего дня наслаждаюсь в Душанбе этими перспективами развития этой страны и города. Я окунулась в такую атмосферу, мне кажется, вы сейчас начинаете такое какое-то наступление. Впереди планеты всей с этим форумом по ювелирному искусству. Я прочла эту историю о ваших ювелирных украшениях, о том, как все это было. Это так знаково, что вы, опираясь на эту историю, начинаете это развитие. И я думаю, однозначно ждет успех. Вы первые, и вы объединяете эту культуру с фэшн-культурой. И настолько для меня лично, человеку, который посвятил себя фэшн-развитию в своей стране, для меня это очень значимо. Я чувствую, что вы обречены на успех, и поэтому, конечно, всего вам хорошего в этом начинании. А теперь я попрошу вас, господин Дато Вира Луи Нан Чанхуя, поделиться достижениями Малой Азии в этой отрасли. Пожалуйста. Okay, good morning. Yeah, first of all, thanks for the organizer to invite me as far as from Malaysia to come here to talk about a little bit of my gold knowledge in this industry. For the last seminar we have, the meeting together with the Excellency Ministry of Industry visited Malaysia last November. Visited my office in Kuala Lumpur, so we talked in depth with our colleague to brief His Excellency about the gold industry in Malaysia. And over here, I would like to talk about the gold industry in Malaysia and ASEAN as a whole. ASEAN consists of 10 countries, and then the major contributor for the gold player is Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam. These 4 countries constitute about 65% of the gold consumption in ASEAN. For the last 5 years, our average demand of gold is about 250 tons. Malaysia alone, we took about 30 tons for the gold fabrication. So in Malaysia, the gold industry is gold ecosystem is very complete. We have 1,000 jewelry manufacturers in Malaysia and about 3,500 jewelry shops in Malaysia. And we have 1,500 pawn shops in Malaysia. So the ecosystem is very complete. I think this is something Tajik, as a nation, I think we should emulate this gold ecosystem in Malaysia. Malaysia government is very open. We are very, for gold import export, we got no tax. And Malaysia is no GST or no VAT. So for whatever gold they purchase today, with a good price, they can make money in the next 1 week
something like that. So it's encouraged a lot of citizens in Malaysia to save in gold and to keep gold jewelry as their fashion. And Malaysia gold jewelry is 22 karat. This is 91.6% of gold. So to sell back the gold after certain year, actually the jeweler buyer can actually make money. So Вы нас удивляете и убиваете цифрами. Это Yeah. так здорово, это стимулирует. yeah, so gold in Malaysia is everybody like. Yeah, Malaysia consists of 3 races. The 60% is Malay, which is Muslim, and 20% of is Chinese, and about 10% is Indian. So these 3 races also like gold in their culture, and we any ceremony occasion like graduation, newborn, wedding, yeah, we just buy a lot of gold jewelry as a form of gift, as a form of gratitude, yeah, for their people surrounding them, things like that. So I'm not sure the tax system in Tajikistan and the import-export of the gold jewelry in Tajikistan. Do they have any tax or what? So if to cultivate the gold as a buying sentiment in the citizen, I think the government should really look at it, because look at it, currently Tajikistan, the gold trading is still at a very low, even the import-export. So I'm not sure, yeah, whether it's very encouraging if the government have a minimum tax on the gold, things like that, even the trading, import-export, that will encourage, yeah, a lot of gold trading activity in Tajikistan. This is something I feel that the Malaysia experience can be shared to the Central Asia and Tajikistan especially. Thank you. Спасибо большое. На самом деле от ваших цифр такое, знаете, желание мечтать, действовать, двигаться, развиваться, и нам есть над чем думать. Поэтому спасибо вам большое. Следующее слово предоставляется господину Патрику Лю, председателю GX Global Group. Что вы думаете по этому поводу? Good Да, morning, да, everybody. пожалуйста. First of all, I want to say thank you so much for giving me the honor to share in this forum. I came very much earlier to spend a few days in Tajikistan, and I have to tell you, this is one of the most beautiful countries in the world. You have some of the most caring, warm, and hospitable people, and I promise my friends that I will come back again, and when I go back to Singapore, I will encourage more of people from Singapore and all over my region to come and visit your country. On the journey of life, it is important to remember where we came from, why we're here, and where we're going to. So in line with this maxim, I want to pose 3 questions to everybody. I believe questions are more important than answers. If you ask the right questions, you will get the right answer. The first question I want to pose to every one of you who are experts and specialists in jewelry here is, what is jewelry? What is jewelry? Jewelry is more than just an ornament. It is a store of value and a symbol of significance. Consumers purchase jewelry not only for its beauty, but also for the happiness it brings. Therefore, all of us, we are not in the business of creating just stunning pieces, but we are sharing joy and happiness for our customers and for our community. The second question is, go local or go global? When I started my business, I started in my country and then went regional and global. Eventually, I listed 3 companies in my lifetime. My first company was listed in New York Stock Exchange. My second company was listed in Australia Security Exchange. And my last company was listed in Singapore Exchange. But today, I want to challenge all of you to think big and aim for global market right from day number 1. We have a very big world out there, and the opportunities are limitless. Go for it. The third question is high-tech or high-touch or both. With the rise of digitalization and advanced technology, you can establish a global presence right from the start. Technology enables you and I to ascend the value chain. We can transform raw gold into exquisite finished products. We can turn the finished product into masterpieces. We can brand them effectively.
I know we have some friends here from Italy. We don't just want Italy to give us all the best brands in the world. I think Tajikistan and Central Asia can create our own brands, and when we do that, we can command premium prices. And by doing so, you will not just become a price taker, you will become a value creator and a market maker. I repeat again, don't just be a price taker. Be a value creator and a market maker. In this way, you can elevate your country into an advanced economy. You can provide enriching and high-paying jobs to the people here and improve the overall quality of life in society. So let us embrace this journey together. Let us leverage technology. Let us leverage creativity to shape the future of the jewelry industry. I come from Singapore. The president of Tajikistan have told this story about my country, and I want to just repeat again. My country is, many of you will know that Singapore is a very, very, very small country. We are a very young country. When we first started, we were very poor with very low fiscal reserve. If you come to my country, you will know we don't even have water for ourselves, which means if my big brother from Malaysia decides to switch off the tap, within 1 week, there's no more Singapore. We have no natural resources. We don't have gold, we don't have aluminum, we don't have cotton, we don't have oil, we don't have gas. But today, after a short few decades, Singapore has become an advanced country. And as I travel around Tajikistan and Central Asia, I believe with all my heart that Tajikistan and all the countries in Central Asia have every potential to advance. And I pray and hope that you will continue to advance because you have so much more than Singapore and you can achieve so much more than Singapore. And I hope between Singapore and all the countries represented here, we will create a much, much better world. We know the world is in a dangerous state. We know that the constant political striving have created the world to become unpredictable, volatile, and uncertain. But I think together, working as a global community, we can create a brighter future for all of us. Thank you. Благодарю вас, господин Лю. Слушайте, такое энергичное выступление – это прям стимул для того, чтобы действительно развиваться. И у нас действительно большие перспективы в Таджикистане. И я думаю, что начало положено, мы действительно на правильном пути. А сейчас я бы хотела предоставить слово господину Амару Антонию, представителю Италии. Ну, с Италией у меня, конечно, связана вообще особая и большая жизнь. 33 года я представляю бренды мира фэшн-индустрии в Казахстане. И, конечно, я работаю Кроме фэшн, я работаю и с ювелирными украшениями, я работаю и с домом, работала и с домом Ферре, и с домом Армани, и с домом Александра Маккуин, и многие-многие другие, Брунелло Кучинелли и так далее. Поэтому мне особо приятно предоставить вам слово по этому вопросу. Расскажите о перспективах в вашем регионе и перспективах, как вы думаете, у нас в Таджикистане. Что будет? Доброе утро всем вам, уважаемые дамы и господа, и благодарим за эту встречу. Mi chiamo Omar Antonio Cescut e sono l'amministratore delegato di una società italiana che si chiama BTT. Меня зовут Омар Антонио Ческут, я являюсь управляющим администрацией итальянской компании BTT, I nostri impianti di affinazione sono которая presenti уже in tutto il 45 лет mondo. занимается проектированием и строительством заводов по афинажу драгоценных металлов. Созданные нами заводы расположены по всему миру, и мы работаем на государственном уровне с наиболее важными государственными компаниями, а также с квалифицированными частными компаниями. Questo incontro nasce alcuni anni fa, quando ho incontrato uno dei vostri ambasciatori a Teheran, in Iran, e lui mi ha detto: Наше знакомство с Таджикистаном родилось несколько лет назад в Иране, где один из ваших послов рассказал мне о вашей стране. Он сказал мне, что я должен приехать в Таджикистан, потому что здесь рай. Questo è un paradiso, c'è un paradiso per l'aria buona, c'è un paradiso per la terra, per i grandi Небо с prodotti. наичистейшим воздухом, земля – это богатство нашей территории. E c'è un bellissimo incontro con le persone perché abbiamo voglia di incontrare amici nuovi e crescere e sviluppare il nostro territorio. Безграничное гостеприимство таджикского народа и дружеское отношение, которые идут по одной дороге стремления к сотрудничеству и развитию страны. Esattamente un anno fa a Roma ho incontrato per la prima volta Mr.
Kabir in un incontro. Ровно год назад в Риме состоялась встреча, на которой провели обмен докладов и договоренностей между президентами двух стран – Таджикистана и Италии, флаги которых имеют одинаковые цвета, с господином Эмомали Рахмон и госпожой Джорджи Мелони. In quell'incontro abbiamo stretto un importante accordo con Mr. Kabir per potervi offrire quello che è l'innovazione tecnologica per il rinnovamento di tutte le tecnologie ad alto impatto e innovazione per l'affinazione dei metalli preziosi, delle terre rare e dei metalli По strategici. этому случаю я впервые встретился с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир и генеральным директором государственного унитарного предприятия «Таджикские редкие металлы» Азиме Мирзоату, с которым мы заключили стратегическое соглашение о модернизации аффинажного предприятия с выходом в будущем на международную платформу в отрасли аффинажа драгоценных металлов, редкоземельных металлов и стратегических материалов. In questo incontro, di cui vi ringrazio ancora, sono a confermare l'impegno della nostra società e l'impegno del nostro Paese a portare il Tagikistan rispetto all'innovazione delle tecnologie, la sostenibilità e gli standard internazionali per poter avere il timbro del LBMA. На сегодняшней встрече я подтверждаю наше обязательство при внесении нашего сотрудничества в реальность. Самые современные инновационные технологии аффинажа и очистки драгоценных металлов, самые современные устойчивые процессы с бережным отношением к окружающей среде и людям, гарантирующие максимальную возможность прибыли и отсутствие потерь, создание международных путей доступа к получению международного сертификата, признанным как LMBA, для максимизирования ценности вашего металла и сохранения капитала в вашей стране без необходимости его экспорта. Grazie ancora per questo incontro. Спасибо, господин Еще раз Антонио. благодарю вас за приглашение, возможность плодотворного и долгого сотрудничества. Спасибо, господин Антонио. Ну, что хочу сказать. Господин Лю сказал, что мы все хотим сюда вернуться. И я надеюсь, действительно, это желание у нас будет сбываться, потому что впереди столько работы, судя по спикерам нашего сегодняшнего форума. Поэтому Таджикистан – это рай. Мы в этом убедились, и мы обязательно будем возвращаться, причем с хорошей продуктивной работой, я так думаю. А теперь слово предоставляется представителю Узбекистана. А Узбекистан, как мы знаем, ближайший сосед Таджикистана. И очень близко по культуре и традициям. Прошу вас, господин Шарипов. Всем добрый день. Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность организаторам данного мероприятия за организацию и за приглашение на этот форум. На сегодняшний день узбекско-таджикские отношения основаны на принципах взаимной поддержки и доверия, совместными усилиями выведены на интенсивное развитие во всех отраслях обеих стран. За последние годы в ювелирной отрасли Республики Узбекистан реализованы кардинальные изменения, направленные на улучшение сотрудничества с соседними странами, и развивается деловой инвестиционный климат, снижение или отмена таможенных пошлин, устранение бюрократических барьеров, а также оказание всесторонней поддержки отечественным производителям ювелирных изделий. На сегодняшний день в Республике Узбекистан деятельностью по производству ювелирных изделий осуществляет выше 150 юридических лиц и более 500 индивидуальных предпринимателей, которые именно занимаются искусством и промышленностью при производстве ювелирных изделий. В настоящее время в ювелирной отрасли Республики Узбекистан улучшается деловой инвестиционный климат, оказывается всесторонняя поддержка. То есть это производителям ювелирных изделий обеспечен свободный доступ к драгоценным металлам, отменены обязательное государственное опробование при производстве и разрешена реализация ювелирных изделий на электронных коммерциях. Я представляю Ассоциация ювелирной промышленности Узбекистана. Наша ассоциация была создана в конце 2017 года. На сегодняшний день ассоциация входит в крупные 48 производителей ювелирных изделий Узбекистана. На площадях, предоставленных ассоциацией Узбекзаргия Санаате, осуществляет свою деятельность свыше 16 совместных предприятий с участием иностранного капитала. Данные преференции дают новый импульс в развитии сотрудничества ювелирной отрасли и создают лучшие условия для инвестиций в данную отрасль.
В целях дальнейшего расширения торгового и делового сотрудничества мы приглашаем к разработке совместной реализации новых взаимовыгодных проектов в следующих областях. То есть эти организации совместного производства ювелирных изделий на площадях для их последующего экспорта в третьи страны, создание совместных производств по огранке драгоценных камней, развитие промышленной кооперации между производителями ювелирных изделий наших стран и налаживание долговременных отношений в торговле. В последние годы ювелирная отрасль и в Узбекистане, и в Таджикистане развивается очень упорно. Как мы знаем, ювелирное дело – это не только промышленность, то это и искусство. Мы должны развивать эту отрасль, исходя из нашей истории и создавая наши ювелирные изделия с искусством, то есть современные ювелирные изделия исторические, то есть нашими культурами и созданные в истории. То есть в контексте высказанных предложений мы предлагаем организацию взаимных визитов производителей ювелирных изделий двух стран для расширения сотрудничества в ювелирной отрасли. Убежден, что сегодняшний форум и выставка ювелирных изделий будет способствовать налаживанию плодотворного сотрудничества. Благодарю за внимание. Благодарю, господин Шарипов. Ну, у нас пути уже другого нет, раз мы здесь собрались, наверное, так и будет. Так что будет сотрудничество и будет успех однозначный. Ну а сейчас у меня предложение перейти ко второму вопросу. Какие рекомендации можно дать странам-участникам и Таджикистану, в частности, для развития ювелирной отрасли? Давайте в том же порядке. Господин Асад Матшид Хан, прошу вас. Hello, yes. Thank you very much. First of all, let me say sometimes things get lost in translation, and that is perhaps precisely what happened earlier. I thought I was only supposed to introduce myself. So let me just first of all thank Minister Sher Ali Kabir for this, I would say, a path-breaking initiative. I think jewelry is a niche market. Jewelry is a niche sector. To bring together an exhibition of this size and scale, and to be able to bring together exhibitors from 15 countries, numbering around 200, I think that deserves to be commended and congratulated. So let me first of all congratulate you for organizing this very extraordinary get-together. Jewelry sector, if I were to look at the harmonized system of codes, would fall into HS71 category. And if we look at this category of trading, then within the ECO region, we have around $36 billion of the market size. And within that, if I may say so, the share of Tajikistan is relatively very, very small. So I think by bringing together an exhibition of this sort, you will be able to tap into and expand your share of the market. And I'm also very happy to see that we have representation from almost all of the ECO member states here. And for that, and I'm particularly heartened to see that participation, because within Economic Cooperation Organization, we have not had the kind of networking opportunities that we need to promote trade. Because even if you create the framework for trade cooperation that we have through the establishment of ECO trade agreement, we have not had as many networking opportunities. So bringing together, even if it is a niche area, the businesses from the region and beyond, and not just, and I know, Minister Sher Ali, your particular focus on new technologies, your particular interest in digitization, and this of course is a sector where, as we go up the value chain, as we add value to what we produce, that certainly
would help the businesses. And by bringing these businesses from different regions, by having discussions on the regulatory frameworks, by focusing and bringing new technologies from different parts of the world, I think this will also be a very interesting and educative exercise. For us in ECO, this is a welcome development because we are now, as an institution, focusing a lot of our attention on engaging the private sector, on engaging the business sector, and we are looking forward to our 17th summit, which will be organized in Azerbaijan, and on the margins of that summit, we will also organize a business summit, bringing together top businesses from around the region. So I'll also encourage those of you who represent jewelry business to show up there and to present your products for wider circulation in the market. Let me once again, Minister Sher Ali, congratulate you for organizing this. And for me, certainly as Secretary General ECO, this is my first formal official visit to Tajikistan, and I look forward to my meetings here with all the ministers and to sensitize and educate myself on the priorities and preferences of Tajikistan. Thank you very much. Спасибо большое. Очень приятно, что вы открыты для обмена новациями, технологиями, а мы открыты их принимать. Ну, слово господину Шер Али Кабир. Те перспективы, которые связаны с развитием ювелирного дела, они в первую очередь затрагивают создание рабочих мест. То есть ювелирное дело, это, несмотря на то, что очень много новых технологий, которые позволяют автоматизировать процесс, но если мы хотим делать качественную историческую продукцию, нам обязательно надо, чтобы каждый человек индивидуально мог это делать. Поэтому мы как бы именно вопросом образования, вопросом, связанным с именно профессиональными, улучшением профессиональных навыков, будем очень большое внимание тоже уделять. И в первую очередь то, что наши страны, Центральной Азии, вокруг нас почти значительное количество людей в мире живут вокруг этого региона. Это Китай, Индия, Пакистан, другие большие страны. Поэтому мы будем с таким акцентом работать, чтобы делать ту продукцию, которая будет востребована именно и на этих рынках. То есть образование, большая маркетинговая работа, то, что у нас есть абсолютный доступ к всем металлам, драгоценным металлам и камням, это дает нам преимущество, и мы в регионе совместно будем как бы создавать коллаборационные механизмы для того, чтобы был очень большой экономический эффект. Мне кажется, в Таджикистане очень много людей ручной работы, которые делают, занимаются. И вот мне кажется, самое время обратить внимание на этих людей, чтобы они дали это образование молодежи, чтобы они передали свой опыт. Потому что это колоссальный опыт, это такая красота. Даже в этом маленьком ролике было настолько видно, как глубоко это искусство было развито. Нельзя потерять эту нить с историей. И вот сейчас от того, что вы именно обращаете внимание в это время, это очень знаково. Так. Поэтому я благодарю за это. И сейчас слово следующее дато Вира Луи Нан Чун Хао. Пожалуйста. Да, вам. Once again, I would like to praise His Excellency Mr. Sajali Kabir as a Ministry of New Technology and Industry who have organized this first forum in the jewelry. Using Malaysia as an example, jewelry is a very important, especially in the gold form, in to preserve the wealth of the nation citizen. And in Malaysia alone, at least 150,000 of the nation citizen involved in the gold and jewelry industry. And I believe with the Tajik long dive into the culture of the Silk Road, ancient
artisan Tajik has. We believe with the craftsmanship, the artisan skill the Tajik have today, the jewelry industry in Tajik can grow and can prosper very well if it provided the good guidance, the good policy, and the good technology, as we this afternoon will talk about. And I congratulate again for Tajik, the government to have the forward-looking and far-sighted view in this gold jewelry industry. And I congratulate and I wish this venture to be a fruitful one, a successful one, and benefit the citizen and benefit the Central Asia as a whole. Thank you. Благодарю вас. На самом деле, действительно, в Таджикистане очень трудолюбивый народ. И выражая эту надежду, что вы говорите, я думаю, так и будет. А сейчас слово господину Лю. First of all, I want to say that I'm very impressed with the achievements of Tajikistan in trying to grow the economy and advance the technology of jewelry. In the world of jewelry, we have an entire value chain, an entire food chain, and my wish is that for Tajikistan and Central Asia to move up the value chain and food chain. Now in the past it is very challenging because in the past we have established infrastructure, established a value chain distribution network, but we have now entered into a new world, and the new world is very different from the old world. What works in the old world will not work in a new world. And this is where I think Tajikistan and Central Asia will have the possibility to enter into this race, and right from the beginning. As we enter into a fifth industrial revolution, I believe with digitalization, with advanced technology, with artificial intelligence, we can raise the level of knowledge set, skill sets, database, and ensure that Tajikistan move up the food chain and be able to play among the advanced nations of the world. As I mentioned, there's no reason why Tajikistan don't have the skill set, the competence to be able to design jewelry at the highest possible level. Today, with the collapse of the information flow, with the possibility of air travel and movement of people, there's no reason why we cannot leverage on the best talents in the world and take Tajikistan and Central Asia all the way to the highest level. And this is my wish for this beautiful country, for the beautiful people that I've met so far. Thank you. Благодарю вас, господин Лю. Амар Антонио, вам слово. А вообще, на самом деле, правильно вы сказали. Вот Таджикистан – это и люди, которые талантливые, это люди, которые трудолюбивые, это земля, которая плодоносит такими драгоценностями, имеет все, полезные ископаемые, имеет все для того, чтобы эта индустрия развивалась. И поэтому настолько сейчас своевременно этот форум, мне кажется, для того, чтобы началось это развитие. Так что ждут только успех. Слово вам, простите. Bene, grazie. Nell'incontro di oggi pomeriggio andremo a presentare quello. Сегодня после обеда мы также сделаем презентацию. Nell'incontro di oggi pomeriggio andremo a presentare quello che è l'innovazione tecnologica di tutta la produzione italiana che va a realizzare i più grandi gioielli per i più grandi brand internazionali. Мы также предоставим, что означает новая итальянская технология в развитии ювелирной промышленности. I marchi più importanti oggi al mondo, che sono Bulgari, che sono Damiani, che sono De Beers, che sono anche Tiffany, operano e lavorano con una produzione realizzata dalle nuove tecnologie italiane. Самые как всемирно известные марки, бренды, как Bulgari, Tiffany и другие, они все пользуются новыми технологиями итальянской промышленности. Oggi qui io le rappresento tutte perché ho mandato di rappresentanza, ma quello che voglio raccontarvi è che per poter raggiungere quegli standard qualitativi che sono di qualità del prodotto, di qualità del metallo e di qualità del design è necessario una produzione corretta che sviluppi quelli che sono i KPI produttivi migliori.
Основными качествами продукции ювелирной промышленности являются, значит, качество, его выработка, оборудование, на котором идет разработка. Это очень важно. Avete una storia straordinaria da cui attingere l'ispirazione per i prodotti e avete un futuro che guarda a questo territorio e a questo paese con grande curiosità. Исходя из вашей истории, ваша история очень богата, и на основе этого можно будет развить, значит, ювелирную промышленность, привести в очень прекрасное будущее. Il Paese è invitato alla prossima edizione di Vicenza Oro in Italia, la più importante manifestazione di gioielleria e oreficeria al mondo, e noi come Sistema Paese Italia saremo contenti di poter avere la vostra produzione nell'incontro con il pubblico internazionale a Vicenza. Также будет проходить выставка в городе Веченца. Это одна из основных международных выставок мира по ювелирной промышленности. И мы вас тоже также приглашаем принять участие, возможно, с вашей продукцией в дальнейшую делегацию Таджикистана. Очень будет приятно нам видеть на этой выставке. Come Paese Italia siamo a vostra completa disposizione per il design, la formazione degli operatori e per gli standard internazionali. Так как мы предоставляем много технологий, мы также можем предоставить вам, помочь вам в обучении, помимо технологий, и также в разработке, помощь в разработке дизайна. Grazie. Спасибо большое. Спасибо вам большое. А сейчас слово господину Шарипову. Благодарю. Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества остается приоритетным направлением таджикско-узбекских отношений. В рамках форума, проходящей международной ювелирной выставки, сегодня мы можем от этого увидеть, что Узбекистан представляет 6 компаний ювелирных изделий, производителей. Они готовы сотрудничать с ювелирной отраслью, ювелирными производителями Таджикистана. У нас в Узбекистане в рамках производства ювелирных изделий развивается образование и огранка камней, импорт необработанных камней. В этом плане Узбекистан готов сотрудничать с Таджикистаном, таджикскими производителями ювелирных изделий. Еще хотел подчеркнуть, что в мае месяце в Узбекистане тоже проводится международная ювелирная выставка. Хотим предложить участие на этой выставке и будем рады видеть делегацию Таджикской республики и производителей ювелирных изделий. Благодарю вас. Спасибо. Ну, благодарю всех за содержательный разговор. Я думаю, мы очень активно поговорили с энергией, и обмен опытов и новая работа начнется после этого форума. Так что я желаю успеха Таджикистану. Ну а теперь мы хотели бы предоставить слово господину Тыналиеву Руслану Кабынычбаевичу, начальнику управления таможенной политики Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики. Прошу вас, проходите. Добрый день, коллеги. Во-первых, хотел бы сказать большое спасибо людям, кто нас позвали, нас пригласили. Большое спасибо модератору. Спасибо. Разрешите, уважаемый Хаким Хализада, уважаемый Шерали Алимович, дорогие коллеги, партнеры, друзья, от имени министра экономики и коммерции Кыргызской Республики позвольте вас поприветствовать всех на этом важном событии, Международном ювелирном форуме, который проходит на благодатной таджикской земле. Это событие является значимым шагом в укреплении международного сотрудничества, обмене опытом и установлении новых бизнес-связей в ювелирной отрасли. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, господина Шерали Алимовича и организаторов за приглашение посетить такое масштабное мероприятие. Сегодня мы стоим на пороге новых возможностей для развития ювелирной промышленности, где важно учитывать как историческое наследие, так и инновации, которые открывают нам новые горизонты. Мы все знаем, что Центральная Азия и в особенности территория, где ныне находится Республика Кыргызстан и Таджикистан, является одним из мировых центров добычи и обработки драгоценных камней и металлов.
Прекрасные ювелирные изделия, которые изготовлялись на этих территориях и по сей день являются символом искусства, мастерства и богатства культурного наследия. Путь развития ювелирной отрасли всегда трудный, но всегда были мастера-ремесленники, ювелиры, которые сохранили традиции и передают их следующим поколениям. Производители ювелирных изделий не стоят на месте, участвуют в зарубежных выставках, конференциях и форумах, готовят себе достойные производственные кадры. Для Кыргызской республики ювелирная отрасль имеет важное значение как с точки зрения сохранения традиций, так и с точки зрения экономического роста. Наши мастера, использующие традиционные методы работы, создают уникальные изделия, которые находят отклик в сердцах людей по всему миру. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в развитие мирового ювелирного искусства, представляя изделия, отражающие богатую культуру нашего народа. Сотрудничество с нашими соседями и коллегами из других стран важно для того, чтобы продвигать новые технологии, устойчивые практики и подходы, которые помогут нам не только сохранить наши традиции, но и развиваться в условиях быстро меняющегося мирового рынка. Кыргызская республика всегда открыта для партнерства и инвестиций в этот динамично развивающийся сектор. Мы готовы предложить как опыт наших специалистов, так и возможности для совместных проектов, направленных на развитие ювелирной отрасли и расширение экспортных возможностей. В этих целях в рамках государственного визита президента Республики Таджикистан Имамали Рахмона в Кыргызскую республику 13 марта 2025 года был подписан меморандум между Министерством экономики и коммерции Кыргызской республики и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий, направленных на укрепление и развитие кыргызско-таджикского сотрудничества. Уверен, что этот форум станет платформой для новых идей, обмена опытом и развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и бизнес-сообществом в целом. Позвольте пожелать всем участникам форума успешной работы, вдохновения, достижений ювелирной отрасли. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Хотелось бы Спасибо. дополнить, да, если взять ювелирную отрасль Кыргызской республики, то я скажу так, к сожалению, у нас просел экспорт, увеличился импорт. Золото, ну, мы скажем так, откровенно, честно, вопрос толлинга. Вопрос толлинга будем говорить, что, к сожалению, на мировом уровне нету того, чтобы подтвердить золото не имеет как бы национальности. А наши правоохранительные органы в виде как бы таможенных органов, они не могут принять то золото, которое мы отправляем в ту самую Италию, в Турцию, Китай для переработки его ювелирных изделий. То есть получается, мы импортируем свое же золото, если так взять, потому что у нас есть два госоргана, это как бы департамент драгметаллов и Минпромторга, которые не могут дать подтверждение того, что это золото, то есть эти ювелирная продукция выпущена из наших драгметаллов. Поэтому все, что приходит к нам, мы принимаем как импорт, получается. А фактически мы импортируем свое золото, ранее отправим туда. И основным импортером Кыргызстана является, кстати, Италия. Италия, в прошлом году мы импортировали именно ювелирную продукцию на $8 миллионов. Вторым у нас является как бы Китай. Почему? Потому что фактически выпуская 19-22 тонны в год сплава дуре, у нас рынок ограничен. То есть мы производим, буквально за прошлый год мы произвели около 100 килограмм ювелирных изделий, при этом импортировали более 350 килограмм. Ввиду того, что как бы мы освободили их от НДС, от всего, но последние мероприятия прошлого месяца показали, что именно печати департамента драгметаллов по итогам проверки не более 25%.
Так хочется, чтобы все сдвинулось с места. Да, мы Я хотели вам бы, желаю но, решить эти вопросы. к сожалению, в первом списке тут была Антонина Бабасюк, сейчас ее нет. Она, в принципе, наш рынок полностью знает. Она владеет ситуацией, хотела бы как бы тоже видеть, но, к сожалению, да. То есть мы освободили от всего, но в связи с тем, что Национальный банк является единственным продавцом, то есть цена еще накручивается. Наше золото на нашем рынке дороже выходит, чем импортное золото получается. К сожалению. Желаем решения ваших проблем. Да, по поводу Таджикистана. Вот видите, у нас нет завода полного цикла, нет у нас. То есть как бы наши промышленники вынуждены вывозят как бы за границу, чтобы выпускать опять же наше золото и импортировать его в Кыргызстан. То есть так получается у нас. Вопросы надо решать. И этот форум, Да, я думаю, один из первых этого, шагов да, для да, того, чтобы да. как-то кто-то решилось. Совершенно верно. Так да. что заседание форума у нас продолжается. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну а сейчас слово предоставляется господину Коренкову Евгению Анатольевичу, торговому представителю Российской Федерации в Республике Таджикистан. Пожалуйста. Спасибо большое, госпожа Рах, уважаемый Шаали Римович, уважаемые гости, коллеги. В общем, сегодня, конечно, такой мощный президиум. Уже столько было всего сказано и по части технологий, по части того, что есть в Республике Таджикистан с точки зрения драгоценных металлов, и вообще чем богат Таджикистан, и о тех традициях, которые есть. И вот поэтому, наверное, мое такое приветственное слово будет немножко в другом русле, потому что так как узбекским коллегам мы сегодня можем похвастаться не такой большой представленностью, но тем не менее российские представители ювелирной отрасли на форуме сегодняшнем тоже присутствуют. И я думаю, что это хорошее начало для того, чтобы в этой отрасли у нас были серьезные плановые шаги. Ну и в первую очередь, конечно, хочется всех поздравить и с весенним праздником, международным праздником Навруз, всех участников международного форума, в особенности жителей, участников региона среднеазиатского нашего. Проводимый впервые в Республике Таджикистан форум сегодня, наверное, изначально ставит такую непростую и уникальную задачу – это открыть двери диалогу и сотрудничеству в мире ювелирного искусства. И вот этот форум не только такое значимое событие для индустрии, но и мост, который, как мне кажется, должен соединить культуру, традиции и мастерство разных стран. Таджикистан – страна с богатой историей, традициями, культурным наследием. И как уже Шаали Римович сегодня отметил, здесь, на перекрестке древних торговых путей, зарождалась и развивалась уникальная ювелирные техники, которые сегодня удивляют своим изяществом и глубиной. Ювелирное искусство, в принципе, это не просто создание украшений, это своего рода воплощение красоты, истории, эмоций. И каждое изделие – это символ мастерства, творчества и индивидуальности той, которая отражает, или в том, в котором отражается суть страны, и в данном случае страны такой уникальной, как Таджикистан. Но сегодняшний форум – это прекрасная возможность познакомиться с наследием Таджикистана, других стран, обменяться опытом, открыть новые горизонты для международного сотрудничества. В свою очередь, в Российской Федерации сохранились и применяются уникальные технологии, работают известные компании, производители, существует школа подготовки специалистов, ювелиров высочайшего класса. Россия, так же как и Таджикистан, обладает богатейшими запасами драгоценных металлов и камней, что дает дополнительные возможности для развития индустрии. Уверен, что в настоящее время, когда стремительно развиваются технологии, мы видим, как на наших глазах возникают компании, расширяются, объединяются вместе, и сотрудничество России и Таджикистана в ювелирном секторе, мы надеемся, будет развиваться не только на уровне крупных производителей, но и между небольшими мастерскими и отдельными мастерами ювелирами. Вот о чем сегодня уважаемая госпожа Рах сказала, что нужно, конечно, уделять внимание и частному сектору, который делает действительно уникальные, зачастую штучные изделия. Хочу выразить особую благодарность организаторам за то, что они уже одну задачу такую сложную для себя решили и привлекли большое внимание
и необходимости к международному диалогу в ювелирной отрасли, а также благодарность всем участникам за ваш вклад в развитие ювелирной индустрии. Пусть сегодняшняя площадка, этот первый ювелирный форум, станет только началом большой серьезной работы и большого пути Таджикистана на этом пути. И хочу пожелать всем плодотворной работы, ярких впечатлений и незабываемых встреч. Спасибо большое. Благодарю вас. Вообще приятно видеть, что все открыты и все с таким энтузиазмом говорят о сотрудничестве. Это вдохновляет. На этом мы закончим наше официальное пленарное заседание. Благодарю всех за содержательную беседу, за обсуждение, за надежды, за желательное претворение всех этих надежд и чаяний в жизнь. После перерыва встретимся на следующую сессию. Очень попросила бы в 13:30 без опозданий быть на местах все. Ну а сейчас, пожалуйста, пообщаться, обменяться, построить планы и, естественно, планы для того, чтобы посетить Таджикистан. Я думаю, действительно, эта страна всех вдохновила. Я надеюсь, что мы будем здесь встречаться чаще.